Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля сайди Расулилlah Мухаммаду ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры, сегодня весь мир является свидетелем того, что служитель священного Корана, защитник пречистой сунны Рамзан Ахматович Кадыров – это человек, молниеносно дающий отпор любому врагу, угрожающему нашему государству Российской Федерации. В своих обращениях наш лидер неоднократно заявлял, что если государство позволяет нам соблюдать религиозные предписания, открывать мечети, школы, хафизов и рассказывать об истине, то мы обязаны защищать его территорию и интересы. Имея честь быть советником главы Чеченской Республики по религиозным делам, я хочу шаг за шагом пройти с вами дорогу к пониманию того, что движет руководителем нашей республики в неукоснительной верности государству и как это объясняется исламом. Для этого мы поэтапно ответим на ряд вопросов и раскроем некоторые шариатские аргументы. Начнем с главного. Почему мы, как и наш глава, считаем Российскую Федерацию нашим государством и почему враг, угрожающий этому государству, несет опасность и для нас, жителей Чеченской Республики? Это на самом деле простые вопросы, имеющие простые, логичные ответы, которые стоит озвучить перед тем, как перейти к полноценному религиозно-научному обоснованию точки зрения лидера чеченского народа, являющейся продолжением основ и принципов шейха Шахида Ахмада Хаджи Кадырова, да возвысит Всевышний Аллах его место в раю. Мы считаем Российскую Федерацию нашим общим государством и домом, так как чеченский народ, испытавший на себе горький опыт стремления к мнимой независимости под знаменем лживых лозунгов, путем всенародного референдума пришел к мирной жизни в качестве части России с тем, что мы будем иметь право на свободное соблюдение своей религии и почтительное отношение к нашей культуре и традициям. Этот пункт дает нам ответ и на второй вопрос, почему враг, угрожающий этому государству, несет опасность и для нас, жителей Чеченской Республики. Ответ заключается в том, что опасность, угрожающая чему-то целому, непременно угрожает и всем частям этого целого. Соответственно, думать, что та или иная форма постороннего воздействия на Россию обойдет стороной наш регион, это логическая ошибка, противоречащая здравому уму. При этом необходимо понимать, что чеченский народ выбрал жизнь в составе Российской Федерации по причине того, что это государство содействует нам в сохранении основополагающих столпов, гарантирующих духовное, моральное и физическое здоровье общества. Первое – сохранение веры. Второе – сохранение жизни. Третье – сохранение разума. Четвертое – сохранение чести. Пятый пункт, пятый столб – это сохранение имущества. Когда, к примеру, в двери нашего дома ломится недоброжелатель, который хочет подменить эти прямые и ясные принципы на хаотичность и искажение человеческого естества, мы не можем сидеть сложа руки. То, что коснется всего государства, коснется и нас с вами. Но если мы забудем об этом, то потом уже будет поздно кусать локти. Атеизм, ЛГБТ, борьба во имя разрушения семейного института, призыв к отказу от естества и каких бы то ни было духовных установок, все это уже навязывается человечеству. И когда руководство Российской Федерации в лице президента открыто противостоит перечисленным идеям, мы, как мусульмане и чеченцы, не можем это не ценить. Напротив, помогая государству в отпоре этому злу во всех его формах, мы защищаем честь ислама в первую очередь и оберегаем наше общество. А защищать честь ислама – это обязанность каждого мусульманина. Очевидно, что в наше время враг, несущий нам все перечисленное зло,
не кто-то безликий, а вполне известная сторона США и их единомышленники, которые задействовали не только идеологическую войну, но и подключили к ней военное влияние через НАТО. Эти приспешники сатаны полностью посвятили себя пропаганде яда, стремительно разлагающего души последователей. Борьба с ними напоминает об общем смысле аята священного Корана. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Смысл этого аята: если они нарушат клятвы, договоры, после заключения и станут нападать на вашу религию, то есть ругать ее, то сражайтесь с предводителями неверия. Нет для них клятв. Может быть, тогда они прекратят, то есть бороться с исламом. Практический пример борьбы, предотвращающий плачевные последствия расширения мощи врага, готовящего серьезные козни, это участие чеченских бойцов в спецоперации Российской Федерации на Украине. В сложившемся контексте поспешные и недальновидные люди, претендующие на правильное понимание ислама, заявляют, что совместная борьба вместе с иноверцами против общего врага является неверием, куфром. Однако хадисы и точки зрения имамов религии говорят об обратном. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переданном Абу Даудом и Ибн Маджа, сказано: вы в будущем заключите мирный договор с римлянами, то есть с христианами. Под словом «рум» в пророческих словах имеется в виду христиане. Вы заключите мирный договор с христианами и совершите совместный военный поход. Против кого? Против общего врага. Сообщая об этих событиях будущего, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не высказал никакого порицания данному действию, не говоря уже о том, что назвать это неверием. Мы знаем, что в современном мире для мусульман и христиан нет более яркого общего врага, чем США и их с НАТО прихвостни в лице пропагандистов новоявленных западных псевдоценностей. Разве можно назвать неверием ту борьбу чеченских бойцов, воспитанных Рамзаном Ахматовичем, которая, наоборот, направлена на противостояние абсолютному неверию? Ведь борьба, развернувшаяся сегодня, это не просто геополитический конфликт, а война, где схлестнулись добро и зло. Далее. Мы всегда говорили и говорим, что путь шейха Шахида Ахмада Хаджи Кадырова, да возвысит Аллах его место в раю, построен на основах священного Корана и пречистой Сунны. Конечно же, принципы сосуществования и мирного, плодотворного взаимодействия с иноверцами, за которые крепко держится и Рамзан Ахматович Кадыров в отношении к Российской Федерации, не является исключением. Начнем с того, что ислам никогда не закрывал дверь продуктивных и полезных для мусульман отношений с иноверцами. Об этом свидетельствуют аяты священного Корана, а также жизнеописание лучшего из людей, саллаллаху алейхи вассалям. В священном Коране говорится: Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Аллах не запрещает вам проявлять доброту и справедливость к тем, кто не воевал против вас из-за религии и не изгонял вас из ваших домов. Поистине Аллах любит справедливых, то есть доволен ими и вознаградит их. Плодом референдума как раз и явилось то, что Россия стала соответствовать этим качествам в отношении нас, а мы, соответственно, проявили со своей стороны доброту и справедливость, о которых сказано в аяте. Что же касается жизнеописания лучшего из людей, саллаллаху алейхи вассалям, то мы вспоминаем два важнейших события. Первое. Из них переселение группы сподвижников в Эфиопию.
в христианское государство под крыло христианского правителя, который потом, ознакомившись с чистыми учениями ислама, принял религию пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Что же послужило причиной выбора Эфиопии для переселения? Соблюдение прав мусульман и позволение им чтить свою веру. Несомненно, мусульманам давались не только права, но на них возлагались и обязанности, как это происходит в любом государстве, так как у каждой державы есть свои интересы. Как отмечают мусульманские историки, сподвижники становились бок о бок с эфиопскими христианами, если кто-либо покушался на безопасность Эфиопии. Второй из них – Мединское соглашение между мусульманами и иудеями. Данное соглашение представляет собой яркий пример установления правил гармоничного сосуществования между людьми разной веры в одном государстве. Мединское соглашение – это пророческое Мединское соглашение. Учит тому, что люди, имеющие отличные друг от друга религиозные убеждения, могут и должны находить пути к такой совместной жизни в одном доме, которая служила бы как опора и украшение для этого дома. В числе пунктов в пророческом Мединском соглашении мы видим: первое – свободу вероисповедания, второе – совместную оборону в случае нападения врага. Повторяю, второй пункт – совместную оборону в случае нападения врага. Третье – оказание помощи притесняемому, вне зависимости от того, мусульманин он или иудей. Четвертое – помощь друг другу в благом. Пятое – запрещение действий, ведущих к военным конфликтам в Медине. Сегодня достичь схожих условий нам помогает жизнь в составе Российской Федерации. Но если мы желаем получать свои права сполна, то мы должны не забывать о своих гражданских обязанностях, выполнение которых гарантирует нам те религиозные блага, в котором мы стремимся с самого начала. Проводя итог, хочу сказать, что политика главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, подчеркнутая из пути его ученого отца, первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова, да возвысит Аллах его место в раю, касательно верности государству, гарантирующему нам все необходимые свободы, всецело отражает высшие цели шариата, охватывающие все сферы жизни нашего общества. Следуя указаниям нашего главы, мы можем быть спокойны о благополучии народа в религии, культуре и безопасности. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.